откачка меда идет. Вот. Тут на 4 сразу, да, можно использовать? Да, можно использовать сразу 4, но в этом году мед очень густой. Тут пришлось кочегарить печку, как в бане. И даже так на кочегаре на 35 градусов держать нечем. И все равно он получается, ну, не совсем до конца, рамки рвутся. А до чего температуру поддерживаете такую? Температура, потому что в улье мед. Пчелы же поддерживают температуру 36 градусов. Соответственно, когда его оттуда вытаскиваешь, он густеет из улья. Я собираешь же, как все это происходит. Собираешь, семьи готовишь к зимовке, рамки вынимаешь, стаскиваешь сюда. Здесь они за столько дней, где-то за дней 10, наверное, остыли и подсохли, потому что в улье же не только температура, там же еще и влажность определенная. Ну вот он здесь постоял и задубел. Вот пришлось 2 дня кочегарить здесь печку. Есть тут и такой нож, и такой, и электрический, и так. Ну, что-то я вот приловчился к этому. В этом году пробовал, начинал вот этот Павик, хороший нож. Специальная заточка, отличный нож. Ну, как-то мне вот это более понравилось. Я и в прошлом году ею работал. Ну, в этом году маленько доработал, в смысле подогнул эти там зубцы, и получилось вообще, берет очень хорошо. Вот сардан, это восковые крышечки, которыми пчелы мед запечатывают, чтобы он не вытекал, чтобы он не высыхал, чтобы он не впитывал в себя лишнюю влагу, которая в улье есть. Которые темные, этим уже не 1 год. То есть в них уже расплод бывал там и так далее. Которые светлые, не посвежее или совсем этого года. Рамки сами имеется в виду? Да, сотые. Ну что получается это. Молодым пчелам надо все время подставлять новые соты. Ну и соответственно и соты сами надо все время обновлять. Так, эти соты, они же сами как-то их... Сами делают, да, у них выделяется воск, и они соты эти строят. Ну и ставится заводской листик, вон там рамки висят, как бы основа, на ней выдавленные квадратики, ну и все, пчелы типа, по ним они равняются, ну так считается, и по ним продолжают выстраивать эти. Конечно, пожары свое дали, потому что и солнца-то не было, ультрафиолета нету. Когда ультрафиолета нету, то процесс фотосинтеза же не идет в растениях. Растения вроде выделяют нектар, а он не сладкий, потому что фотосинтез в листьях не идет. И поэтому вот все лето такая канитель была. Явно это... Сказалось на количестве урожая? Сказалось на количестве меда? Конечно, сказалось. Вот это хорошо откачалось, это насухо. Это откачалось насухо. Сейчас ставим другую. Вот это добро, сейчас оно все стоит, и все еще в меде, все рамки, все эти. Завтра выставим пчелам. Пчелы это дело обсушат, называется сушь. То есть вот это соты и сушь это одно и то же. Не только сушь, это имеется в виду, что после откачки пчелы насухо вычищают эти соты. То есть вы им оставляете какие-то рамки целыми, да, на зиму?
Да, 20-25 килограмм остается кормов. 10 килограмм меда и 15 килограмм сиропа скармливают на зиму, чтобы легче зимовать пчелам было. Потому что в сиропе нету пыльцевых зерен, а в меде есть. Когда пчелы 6 месяцев в туалет не ходят и питаются вот этим медом, пыльцевые зерна не перевариваются, оболочки пыльцевых зерен не перевариваются. И кишечник быстро заполняется. Поэтому зимой может возникнуть понос, и пчелы могут погибнуть. Люди обычно подозревают всех и вся в жульничестве и так далее. А вот сиропом кормят, а потом продают как мед и так далее. Все обстоит не так. Сироп дается на зиму. Они всю зиму едят сироп, потому что осенью оставляешь рамки маломедные. Снизу, естественно, они начинают это питаться, вот они клубом собираются между рамок и сидят здесь. И потихоньку поднимаются вверх. То есть вот всю зиму они едят вот этот сахар, сироп. К весне они доходят до меда, когда расплод им надо будет выращивать. То есть тогда они уже доходят до меда, все, у них идет нормальное развитие. Ну и весной они уже могут вылетать в туалет. Поэтому весной это не страшно. И давайте еще раз напомним На для практике. тех, кто в первый раз здесь. Когда начинается сезон, сколько он длится и из чего у нас мед? Мед у нас разнотравье, потому как у нас в Якутии сельскохозяйственных посевов, как-то гречиха там, подсолнух или еще что-нибудь, или заросли таких, как липа, нету, поэтому у нас мед в основном разнотравье. И сезон у нас когда начинается? Когда у нас пчелки вылетают? Сезон у нас начинается выставка 1-15 апреля. Ну там в апреле еще идет только смена старой пчелы на молодую, то есть еще как бы работы нету. Май идет развитие, ну где-то с начала июня, грубо так говоря, пчелы начинают таскать небольшие. Небольшие взятки в размере 200-300 грамм, ну там до 500 грамм. То есть вот май-июнь идет развитие, все это уходит на прокорм расплода и так далее. Ну а в июле уже начинается главный взяток, то есть там 2-3 килограмма, 4 килограмма в день пчелы притаскивают. Это у нас так. А в теплых краях до 10 и до 33 с лишним килограммов, то есть это рекорд среднерусские пчелы поставили на сборе липы. То есть 33 килограмма в день пчелы притаскивают. А у нас какие пчелы? Ну, у нас дальневосточные пчелы, ну, вообще возят тут у нас всяких разных. И из Иркутска возят, и с Алтая возят. Ну, самый лучший вариант, на мой взгляд, это дальневосточные. Сколько они лет могут прожить? Ну, семья – это единственное живое существо, которое может жить вечно. Это вот кому вечная жизнь дана Всевышним, потому что матка меняется, в семье меняется каждые 2-3 года определенным образом. Сменяется матка, и матка живет себе. А пчелы, они вообще живут 20-40 дней. Вообще. Вот в течение лета. То есть матка каждый день засевает 2500-3000 тысячи пчел, яиц. И, соответственно, через 21 день они начинают выходить. А так как матка сеет же все время, не останавливаясь, то есть каждый день выходит 2500-3000 тысячи пчел вот в одном улье. И также столько же в день их и отходит. То есть вот таким образом идет круговорот. А матка живет 5 лет. 5-6 до 10 лет. Зимние пчелы, которые на зиму уходят, те живут 180 дней. 180-200. То есть они зимуют. Полгода, да, где-то? Да. Вот всю зимовку они живут. В августе выводятся, всю зимовку живут. Весной выращивают на смену себе молодую пчелу, новую, и отходят, ну, то есть погибают. А дальше уже идет цикл 20-40 дней, в зависимости от нагрузки. И мы, получается, в Якутии собираем мед в конце августа, начале сентября. Ну, есть у нас индивидуумы, которые уже 10 июня в магазин тащат там так называемый мед, водичку, и утверждают, что это майский мед. А вообще, да, где-то, ну, скажем так, с середины июля. Ну, то есть мед должен быть просто запечатанный, то есть он может быть где-то раньше, где-то позже, это в зависимости и от места, и от умения пчеловода, и от состояния пчелосемей. То есть, ну, в любом случае, в июне там как бы нету еще меда.
В июне только идут приносы небольшие. Пчелы активно засевают расплод, ну то есть семья растет, она весной, если там 5-10 тысяч, то летом, в период главного медосбора, в ней 80-90 до 100 тысяч пчел. 10 килограмм пчел. Пчелы килограмм. Так, ну вот, открываем кран. Сейчас потечет медовая река, если так сказать. Красиво и образно. Вот так, если медогонку, еще у нее механизм есть, предусмотрено, то вот такой рекой течет мед. Вот это он разогретый вот так течет.